Иахьа сара салԥылоит зҟазара избаҩхатәра иҳәаазмам еицырдыруа музыкант, артист, хаҭала сара сҩыза гәакьа Алиса Гыцԥҳа. Ҩнызқьи жәиԥшь шықәса декабр мзазы Алиса лтеатр аҟны иазгәалҭеит лырҿиаратә мҩа ҩажәа шықәса ахыҵра аконцерт дуӡӡа амҩаԥгарала. Аконцерт апрограмма профессионалтә ҳаракырала еиқәыршәан. Уи ган рацәала иаанарԥшит Алиса лҟазара. Аԥсны ахадара Алиса Гыцԥҳа леихьӡарақәа рыхә ҳаракны ишьо иланаршьеит ахьӡ-аԥша аорден аҩбатәи аҩаӡара. Алисеи сареи ҳаиҿцәажәара аԥхын иҭаҳхит, аха апрограмма аус адаҳәалонаҵы артист лиубилеигьы ааигәахеит. Иагьа ҳҳәаргьы ҳаиԥыларазы аҿыҵгақәа рацәан, убри азы иҳаӡбеит Алиса Гыцԥҳа илзаҳкырц ҳапрограмма иҷыдоу аҭыжьымҭа. Аиҩызцәа реиԥылара иахылҿиаауеит имаҷымкәа агәалашәарақәа, аԥсҭазаара, аҭаацәара, аусура иазкны. Ҳара ҳалацәажәон аҟазара, артист гәыԥхашәаратә иҭакԥхықәра, аконкуренциа, ҳаамҭазы амузикант иҭагылазаашьа. Хымԥада алафгьы ҳҳәон еизааигәа аҩызцәа реиԥш. Ус сҳәеит ҳәа, шәара шәхаҭа шәахәаԥш ҳаиҿцәажәара иалҵыз. Да, я попала в Геликон оперу, и с этого момента началась моя творческая биография. Я могу сказать, что это очень сложный путь, очень тернистый, это не общие фразы, это то, с чем я сталкиваюсь ежедневно. Очень много разных существует проблем, которые приходится решать сиюминутно. Но в основном это радость от творчества, конечно. Это для творческого человека просто насущная необходимость быть все время занятым. Не простаивать, не засиживаться. Потому что как только человек начинает засиживаться, он теряет свое достоинство, теряет свое «я», свое творческое начало и углубляется в какие-то дрязги, интриги, и в конце концов это приводит к личностному разрушению. Вот этого бы мне, конечно, не хотелось бы. И мне кажется, очень, конечно, сложно, потому что 20 лет это не сегодняшний день и не вчерашний, а это целая эпоха, моя личная эпоха, потому что и не только моя, а вообще наша эпоха, ведь мы родились в Советском Союзе, в 90-е годы мы Советский Союз потеряли, мы чуть не потеряли свою родину, слава Богу, мы ее приобрели, и мне кажется, что 20 лет это на сегодняшний день для меня только начало, я так надеюсь.
справиться в такое время Я и не не знаю. потеряться, да, вот не Не заняться знаю. торговлей, коммерцией, не Очень уйти многие какой-то- так и сделали. Да? И, может быть, они и сделали лучший выбор, чем я на сегодняшний день. Кто знает, как складывается их судьба. У каждого свои наклонности, свои дарования, свои таланты. И вот если вовремя не распознать то, для чего ты в этой жизни годишься, то пойдешь просто не по тому пути и придешь не к тому концу, к которому ты должен был бы прийти вот уже при рождении, например. Да? У каждого человека, да, своя судьба. Вот. Но вся сложность в том, что мы не можем заниматься только своей профессией. Ведь нас еще много чего окружает. Ведь мы же не одни, да? Вокруг нас общество, вокруг нас социум, вокруг нас семья. И бывает довольно сложно совмещать одно с другим. Но для этого мы и верим в Бога. Природа таланта божественная. Конечно, божественная. Дар. И, конечно, тот дар, который тебе дал Господь, ты должен развивать, трудиться над ним Значит, у постоянно. человека есть миссия, он не имеет права его расплескать, да, Конечно. как бы не реализовать. Да, конечно. Ты просто будешь несчастьем. Ну вот за эти 20 лет у тебя никогда не было какого-то, ну не знаю, разочарования или мысли о том, что вот это ошибка, что ты занимаешься музыкой? Может, Да, быть? очень много Были? разного было. Очень много, да. Было такое? Конечно, но я вообще довольно оптимистичный человек. Конечно, мне бывает очень тяжело, бывает очень трудно. Но как-то вот получается так, что я погорю, поплачу в подушку, там, поскулю, повою. А потом на следующий день солнышко встает, наступает новый день, и как-то и мысли приходят в порядок. Как-то мне вот везет с людьми. Может быть, и моя открытость какая-то способствует тому, что ко мне плохие люди не подходят. Как-то меня ведет Господь по жизни, и как-то очень плохих людей, вот совсем вот таких, которые бы мне вот мешали бы и разрушали бы меня изнутри, пока мне еще не приходилось встречать в своей жизни. А мне очень везет с друзьями. Много Я у тебя очень люблю друзей? своих, очень много. А вот в этой дружбе кто больше получает, ты или твои друзья? Или это какой-то такой вот... Я надеюсь, что и мои друзья получают от меня тоже заряд положительных эмоций. Но, конечно, я нуждаюсь в этом, потому что я очень открытый человек и не могу долго без общения. Скучаю. Есть друзья, которые как бы еще и какое-то для тебя авторитетное мнение в профессии? Конечно. Я считаю, что ты тоже к таким друзьям относишься. Спасибо. Да, и вообще-то твое появление в моей жизни это тоже какой-то вот определенный был этап. Да. А еще у меня есть такая вот замечательная подруга, ты ее прекрасно знаешь, это Яна Иванилова.
которая сопровождает меня со студенческой скамьи. Мы с ней постоянно вместе, мы с ней, особенно когда была война в Абхазии, она мне оказала мощную поддержку, она была мне просто сестрой. Такую она мне силу давала, так она мне помогала. Я ужасно ей благодарна. И помимо всего прочего, в профессии она является тем самым мерилом, эталоном, к чьему мнению я очень сильно прислушиваюсь. И еще вот такой человек у меня в жизни появился в жизни совершенно недавно, 3 года назад. Это Светлана Бондаренко, профессор Московской консерватории, пианистка, да, с которой я вот 3 года назад начала сотрудничать. И я просто счастлива тому, что у нас такой образовался с ней замечательный дуэт. Потому что это именно тот человек, к мнению которого я прислушиваюсь тоже очень и очень. Да. Ну и ты имеешь право, да, высказать? Конечно. Они тоже слушают тебя. Это вот обоюдное, вот такое взаимное какое-то. Ну, вообще это такое здоровое как бы, сотрудничество, потому что если не слушать мнение со стороны, то можно как-то зайти в тупик и остановиться в развитии. Высокомерие опасно всегда, а уж в творчестве тем более. Даже если человек поет не очень хорошо, но он слышит лучше тебя. И потом, ведь у вокалистов существует такая опасность. Мы себя изнутри слышим не так, как нас слышат другие люди. Поэтому нужны такие люди, 1 или 2 человека, которые могут тебе правильно преподнести свои проблемы, над чем надо поработать. Нет, конечно, никакой я не властелин мира, я не умею петь джаз, я не умею петь рок. Вот. А что касается классических стилей, тоже, не все мне, конечно, подвластно. Так смешно даже говорить об этом, потому что существуют певцы вердиевские, существуют певцы вагнеровские. Некоторые вердиевские переходят в Вагнера, некоторые вагнеровские переходят в Верди. Вот я для себя сейчас определила такой стиль камерного пения, который мне очень нравится. Стиль немецкого лид. Мне очень нравится немецкая музыка. Вот это совершенно особая манера пения. И вот для того, чтобы освоить этот язык, конечно, нужно знать некоторые тонкости вокальные. Суть немецких песен как раз именно состоит в том, что это должно звучать очень интимно, очень камерно, очень сокровенно, с хорошей подачей, с глубоким познанием смысла, который ты исполняешь. А можно ли, например, начинающему певцу рассказать все эти секреты, чтобы он избежал какой-то этот период освоения? Или нужно набить свои шишки? Нет, конечно, нужно набить сначала свои шишки.
какие партии хотелось бы спеть? Ну, вообще, конечно, в плане оперного спектакля и репертуара, который идет у нас в Геликоне, жаловаться мне лично грех, потому что очень много спектаклей, которые в моем репертуаре есть, и которые я и пела, будучи помоложе, и пою сейчас. Буквально недавно я пела Амелию в бал-маскараде в Верди, о которой я мечтала. Я все-таки очень надеюсь на то, что у меня появится возможность спеть когда-нибудь и норму, потому что я очень люблю эту музыку. Хотя стиль бельканто — это не совсем тот стиль, в котором я хотела бы продолжать работать. Да? Но партия норма, она стоит, конечно, особняком. Можно было бы что-нибудь из Вагнера попробовать. И мне очень нравится Рихард Штраус. Да. Вот Ариадна на Наксисе у нас скоро будет ставиться в театре. Я так надеюсь, что Дмитрий Александрович мне что-нибудь там найдет. Одну из главных партий. У меня была возможность спеть Катерину Измайлову, и я этой возможностью не воспользовалась. Да, музыка гениальная, опера потрясающая. Она, когда я просматривала нашу постановку в театре, я под впечатлением несколько месяцев ходила. Настолько это глубокая
и мастерская постановка, и партитура у Шостаковича совершенно гениальная, потому что там все настолько преподнесено, что просто мурашки, волосы дыбом встают. Так это настолько реалистично и больно, и бывает прямо наотмашь пьет. Но сама Катерина мне ужасно неприятна как персонаж, и мне не хотелось бы, чтобы я ассоциировалась у кого-то вот с таким типажом женщины. Ну, это же, мне кажется, как бы совершенно разные жизни, да? То есть есть какая-то частная жизнь, и есть профессиональная сценическая жизнь. Да, но я имею право на выбор. Получается, что ты просто боишься, что этот персонаж оставит на тебе какие-то отпечатки, и как бы ты с этим уйдешь уже в свою Дело в том, что жизнь. если я не нахожу оправдания поступкам этого персонажа, я не смогу быть убедительной на сцене. Зачем мне выходить на сцену, если я не смогу убедить своего зрителя? Я не смогу ее хорошо спеть, потому что ведь это такой процесс творческий, там все взаимосвязано. Пение и актерство – это же все одно. Я, например, не могу разделить тот момент, когда я просто вокализирую, и тот момент, когда я живу на сцене. Это все одно целое. В Катерине Измайловой для меня, для абхазки, слишком много отрицательных черт, которые мне притят вот, в силу моего воспитания. В силу моего воспитания. То есть она совершает такие страшные вещи, которые я бы, например, не смогла убить ребенка своего. Она его убивает. Ну как же Медея? И Медея мне тоже, честно говоря, неприятно. Виолетта. Вот здесь момент есть. Виолетта все-таки в конце испытывает катарсис. Ради любви, да? Ради любви. Она умирает ради любви. А в нашей постановке она умирает не ради любви, она умирает от любви, неразделенной, которая ее душит изнутри. Та же леди Макбет, да. Вердиевская, шекспировская леди Макбет. Но она более чиста, как это ни странно сейчас звучит, может быть. Она чище Катерины Измайловой, хотя тоже леди Макбет. В принципе, наш Геликон опер, он почти ничем не отличается от драматического театра. Наше дело теперь все это соединить. Соединить актерство, соединить музыкантство, если так можно выразиться. При этом еще запомнить те задачи, которые дает тебе режиссер спектакля. И, конечно, совпасть еще в музыкальной интерпретации с дирижером. То есть всего-то. Еще и выучить на языке оригинала. Ну, это вообще ерунда. Что такое? Ну, подумаешь, по-французски оперу спеть, да, или там. Ну, по-итальянски это мы уже. Но средства Макрополоса тоже на чешском языке. Это было очень интересно, очень кстати, как тебе эта необычно. Героиня? А в ней что такое привлекательное для тебя? Она прожила 336 лет, и у нее было чему поучиться. Вот что. Ну, конечно, богатый жизненный опыт. Очень интересный образ, такой глубокий. Ее отношение к жизни, ее отношение к людям. И опять же катарсис. Вот если нет катарсиса в конце, если с героиней не происходит полная метаморфоза, вот правильно, метаморфоза, мне эта героиня не интересна. Она должна измениться. Кафе, кафе,
ботанический сад. Ну, во-первых, это, конечно, красивое место, но оно не просто для меня. Ботанический сад – это то место, в котором я выросла. Я любила здесь находиться, мне было приятно слушать цикады, смотреть на наши растения, гулять по нему и чувствовать себя в раю. Я помню вот это вот дерево. Почему-то, когда я была маленькая, я думала, что это дерево выделяет какой-то яд, что оно было всегда вот обнесено сеткой. И какой-то вот священный трепет я испытывала перед этим деревом. Ну, ты сама придумала. Это я сама придумала. Я вообще была такая девчушка, немножко такая фантазерка, да, с богатым воображением, с богатой фантазией. И вот я себе придумала, что это анчар, то самое ядовитое дерево, к которому прикоснуться нельзя, от которого идет яд, на котором даже живности никакой нет. А оказалось, что это просто кавказская липа, с которой начинался наш ботанический сад. Вообще ты откликаешься на красоту природы? Ты ее замечаешь? Я очень люблю особенно нашу природу. Я по ней скучаю ужасно. Мне ее не хватает. Мне не хватает нашего берега Сухумского. Когда я нахожусь в Москве в долгие зимние вечера, я сижу иногда и мечтаю. Мне не хватало гор, мне не хватало моря. И я думала, боже мой, как же здесь люди живут? Это же какой-то муравейник. Любое дерево, подойди к нему, обними его, и оно тебе даст столько силы. Потому что это же все живое. Сейчас уже я понимаю, что Москва стала моим вторым родным городом. Слишком много всего у меня уже с ней связывает, и я не могу вот так просто вот бросить Москву и вернуться в Абхазию, хотя и то, и другое меня тянет к себе. Теперь уже с одинаковой силой. Ну, может быть, Абхазия где-то даже и перетягивает. Человек так создан Богом, что мы не делимы, мы едины с природой. И именно все наши проблемы начинаются в тот момент, когда мы про это забываем. А детям ты это рассказываешь? Да. Нужно это рассказывать детям? Это необходимо. Это не особенно нашим детям, нашему вот этому молодому поколению, это необходимо рассказывать, потому что они все зависимы от телефонов, от интернета, от этих гаджетов. Как-то заставить их переключиться на природу бывает порой очень сложно. Но это необходимо, потому что не видеть окружающий мир это очень плохо, это разрушительно действует на нутро человеческое, на душу.
Я, конечно, радуюсь тому, что появляется целая поросль молодых талантливых исполнителей. Я не считаю их своими конкурентами, потому что, слава богу, у каждого из нас есть своя ниша. То есть у меня уже есть определенная ниша, которую я занимаю, и я в этой нише очень комфортно себя чувствую. Я занимаюсь сейчас камерным исполнительством и исполняю в основном те произведения, которые мало кому известны. То есть я считаю себя в определенной степени миссионером, просветителем, потому что эти травиаты бесконечные и джильды, они, честно говоря, уже надоели. А хочется зрителям преподносить все время что-то новое и развиваться вместе со зрителями. Искусство. Что такое искусство? Зачем оно нужно? Да? Кто его придумал? Для чего оно вообще существует? Это для того, чтобы что-то в человеке изменить. Да, дать человеку возможность посмотреть на мир немножко другими глазами, под другим углом, заметить то, что раньше всегда было перед глазами, но на это не обращал никогда внимания. А оказывается, оно вот так. Бывает. И оказывается, оно прекрасно. Зритель, который приходит на твой спектакль, твоя аудитория, она должна уйти переполненная какими-то чувствами. А какими чувствами, тоже зависит от тебя. Именно вот такой взаимный энергетический обмен со зрителями, с публикой, с аудиторией и является тем самым стимулом, для которого артист выходит на сцену. В поиске чего-то нового, ты не удовлетворяешься тем, что уже достигнуто, тем, что успето всеми. Мне очень нравится твое качество, и это качество тебя отличает от многих исполнителей. А ты можешь себя представить лет, через 10, через 20? Вот кто будет Алиса Гитева? Я не знаю, это сложно. Но мне, конечно, хотелось бы видеть себя молодой, цветущей в голосе. На сцене? Да.